Помнишь, я рассказывал тебе об одном замечательном месте, куда мы ходили с друзьями? Так вот, сегодня мы здесь, это ресторан «Ветерок». Я считаю, что место замечательное. Тут можно покушать кавказскую кухню, европейскую. Вскоре здесь откроется караоке, и будет очень весело. Артем, ну что, рассказывай, как провел выходные? Оправился после праздников? Ужас, выходные прошли насыщенно. Мы устали, но сделали большое дело. Мы провели колоссальную работу. Во-первых, мы осветили Парад Победы. Я побывал на выставке современной техники. Более 10 единиц российской мощи. Даже пощупал. А ты где была? А я побывала в парке культуры и отдыха, где развернули аж 8 площадок с полевой кухней. И были народные гуляния, кстати. Ну что, покушала кашку? Каши мне не хватило. Отчет смотрите прямо сейчас. За заветной порцией сытной гречки и перловки стояли целыми семьями. Всем хотелось попробовать вкус той самой солдатской каши, каждый грамм которой в далекие военные годы был на вес золотом. Мы вот с семьей решили прийти сюда, порадоваться за нашу родину, поздравить всех знакомых, близких, просто встречающихся с праздником Победы. Для нас это очень важный праздник, потому что наша семья все военнослужащие. Мой муж, я сама военнослужащая, отец, брат, все. Поэтому это очень для нас важно, значимо и просто мы рады, мы счастливы. В этом году в парке развернули сразу 8 площадок с полевой кухней. Каши сварили очень много, думали, что хватит всем. Но отведать угощение довелось не каждому, она быстро закончилась. Каши не хватило на самом деле. Да, ну то есть варили мы очень много, 2 полных котла, они по 80 литров. И так много было желающих, что вот, ходили даже по 2 круга, я замечал таких. Для Асланбека Батиева 9 мая особенный праздник. Его дедушка вместе со своими братьями ушел на фронт. Свой долг они отдали сполна. На праздник Асланбек пришел с семьей. Говорит, что до тех пор, пока праздник отмечают в родной республике и стране, память о Великой Победе жива. Очень был хороший парад. Я лично не ожидал. Я часто бывал на парадах, всех демонстрациях. Ну, столько людей, такого воодушевления, такого объединения народа я давно не встречал. Очень приятно, что молодежь этому следует, что традиции Советского Союза возвращаются. Мой сын заявил, говорит, это мероприятие, говорит, призыв в армию, говорит, надо начинать с этого мероприятия. Я говорю, почему? Чтобы, говорит, стимул был у молодежи. В Центральном парке в День Победы праздничные концерты и народные гуляния. Здесь целый день не смолкают песни военных лет. Одновременно работает сразу несколько концертных площадок. Со всех сторон звучали всеми любимые «Смуглянка», «Синий платочек», «Катюша» и многие другие, ставшие легендарными песни. Для гостей выступали не только именитые артисты, но и совсем молодые таланты. Героические песни военных лет подпевали буквально все. Некоторые, не сдерживая эмоций, пускались в пляс. 9 мая для ветеранов еще один важный повод для встреч. Каждый год тысячи жителей республики в этот день выходят на улицы, чтобы поблагодарить отважных героев, которые 70 лет назад сражались за свою и нашу с вами родину. Ну что, перейдем к грядущим мероприятиям. В пятницу в арт-клубе Infinity пройдет выступление группы Illinois, а в субботу гитарный концерт Георгия Канонника. Ну что, закончились праздники, начались трудовые будни. Это значит, Артем, что мы с тобой снова можем пойти на выходных в Русский театр. Тем более, там 16 мая пройдет спектакль «Метод Грюнхольма», а 17 мая пройдет спектакль «За закрытыми дверями». В кинотеатрах нашего города с 14 мая премьера фильма «Реинкарнация», фильма «Безумный Макс». Помнишь первые части? Конечно, помню, с Мелом Гибсоном. Да, с Мелом Гибсоном. Меня зовут Макс. Мой мир — это кровь и огонь.
Будем прорываться. Поехали! Как тебя звать? В Национальном театре оперы и балета пройдет опера Чайковского «Иоланта» 17 мая в 19:00. Обязательно надо пойти там. Слушай, а ты знаешь, что к нам в республику приезжает театр кукол Образцова? Тот самый? Тот самый театр. Ты знаешь, что спектакль «Необыкновенный концерт» занесен в книгу рекордов Гиннесса как постановка, которую посмотрело самое большое количество зрителей в мире. Ничего себе. Спектакль сыграли более 10 тысяч раз. Только вдумайся в эту цифру. Сегодня в гостях у Видеофиши молодая, очень талантливая дизайнер Лиза Габарати. Привет, Лиза. Привет, Лиза. Спасибо, что пришла к нам в гости. Спасибо, что пригласили. Такой вот первый вопрос. Не можем, да, обойти его стороной. Расскажи, стать дизайнером – это мечта с детства или ты уже позже к этому пришла? Нет, лично у меня было с детства все однозначно просто. Куклы, тетрадки, тряпочки, иголочки и все такое. Как у всех, наверное. Угу. А как ты пришла к тому, чтобы создать свою авторскую одежду? Ну, к этому я подошла более профессионально. Я поступила на факультет технологии, конструирования швейных изделий. То есть нас выпускали как инженеры. Это такое более строгое название, но по факту мы были модельеры, дизайнеры. И уже будучи на 3-м курсе, я собрала свою первую коллекцию авторскую, вручную расписанную в этническом национальном стиле, то, что я люблю. Лиза, а ты можешь сказать нам, для кого представлена твоя одежда? То есть для кого ты ее шьешь? Аудитория есть конкретная или для всех? Сегмент потребителей – это очень важный и серьезный аспект в моей работе, так же, как и у всех. Изначально, естественно, когда я только начинала, я думала, что это будет только молодежь, сегмент там 25, может быть, даже 20, да, 35 лет. Но сейчас, чем больше я работаю, тем больше понимаю, что очень много людей, которые заинтересованы этой тематикой, очень многим нравится, поэтому сейчас этот сегмент расширился, и мы, в принципе, на любую категорию возрастную. То есть любой человек может к тебе обратиться? Наш самый маленький клиент был Кодик, еще не стоял сам. Самых взрослых не буду называть, но в любом случае они были, да, это очень интересно. А вот очень интересно, с чего начинается работа над коллекцией? О, это очень интересно. Это действительно интересно, потому что я не могу скрыть эмоции. То, что все начинается с идеи. Вообще, в принципе, все, что в мире существует, это изначально была мысль человеческая, да? А идея возникает из жизни, потому что так, я не знаю, я неоднократно повторяла, что любой человек, музыка, взгляд, цветовая гамма, да, меня очень сильно вдохновляют наши исторические, раскопочные какие-то, да, информация, либо какой-то узор. Я вот недавно гуляла по проспекту, иногда бывает то, что иду, никого не трогаю, слушаю себе музыку, и на стене увидела какой-то там орнамент такой очень красивый. Я просто встала как вкопанная, стала его фотографировать, смотреть. Люди идут и не понимают вообще, что происходит, они смотрят туда, ничего не видят. Ну, думаю, ладно, и вот как-то вот я обращаю внимание на такие орнаментальные особенно мотивы, потому что я чувствую, они у меня как-то в душе, у меня прям отклик какой-то. Лиза, в твоих работах присутствует национальный колорит. Скажи, для тебя это важно? Для меня это первостепенно, так как начала заниматься модой именно в этническом стиле. Для меня это очень важно. Это все мое родное, и я хочу, чтобы наш народ как-то, как сказать, к костюму национальному, этническому относился не как к концертному какому-то варианту, а как обычный носибельный вариант, который можно просто надеть в пиджак, я не знаю, с каким-то там орнаментальным мотивом и показать, что вот я есть Кавказ. Недавно я мониторила соцсети и нашла интересную заметку. Вы в преддверии Дня эстинского языка запустили флешмоб, который называется «Иронлук», правильно? Расскажи, пожалуйста, поподробнее про него, что нас ждет в этот день.
Скажу честно, запустил это не я, а мои очень хорошие друзья. Они мне просто подали, так скажем, передали. Спасибо. Передали эстафету, я ее продолжила, но я всегда за такие вещи. Это будет интересное мероприятие, куда можно прийти в любой национальной, этнической, с намеком на национальную, хотя бы, я не знаю, серьги, украшения, пояса, все, что есть, хватайте, надевайте, бегите и приходите на флешмоб. Мне кажется, это очень здорово. Во-первых, это психологически очень сильно собирает народ. Это первое. Второе, каждый человек начинает чувствовать, ой, я часть чего-то большого, такого интересного. И в-третьих, это просто весело. Мне кажется, детство — это такая вещь, от которой не нужно отказываться даже в 60, 80, даже 150 лет. Лиза, и такой главный вопрос. Если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты встретилась и что бы ты у него спросила? Ой, таких людей очень много. Я бы встретилась с Грейс Келли. Ее личность меня всегда удивляла. Именно удивляла, потому что в этой хрупкой, маленькой, красивой женщине столько силы, столько мудрости, насколько я это знаю. И она меня очень сильно всегда вдохновляла. Я помню, даже когда давно еще работала в Москве, я очень часто посещала выставки, посвященные ей. Ее стиль, ее манера общения. В общем, чудо-человек. Также Одри Хёбберн. В моей студии очень много ее фотографий. Я просто иногда так уставшая смотрю на ее фотографии и думаю, Одри. Она тоже очень красивая. Вообще, в принципе, скорее всего, почему я вспоминаю их образы, наверное, мне нравятся сильные женщины, но при этом которые внешне очень хрупкие. Все-таки сила — это не всегда физическая мощь какая-то, либо характер. Сила — это смирение, молчаливость где-то и такое покаяние, что ли, миру, смирение какое-то. Да, вот в этом какая-то такая загадочность есть, мне кажется, это очень красиво. На самом деле таких людей очень много. Я бы встретилась еще, знаете, с кем? С Нельсоном Манделой. Я бы спросила, как он так долго ждал своего выхода из этой тюрьмы, и как он так легко простил людей, которые его туда упекли. Но это уже, конечно, такие политические вопросы, но меня удивляет в людях всегда мощь, внутренняя вот этот стержень, сила, потому что люди — это такого порядка, такого масштаба, и просто я представляю, какая-то вот прям энергия прям бьет, наверное. Спасибо большое, я надеюсь, вы придете к нам в гости. Что-нибудь придумаем, я вас тоже угощу чаем. Спасибо.